Привет, меня зовут Назгуль Галеева, и последние 5 лет своей жизни я занимаюсь продвижением социальных мероприятий в интернете, то есть в социальных сетях. Мир меняется очень быстро, и те профессии, которые сейчас есть, они потихоньку отодвигаются на второй план. Какие же профессии ждут нас в будущем? Это психолог, дизайнеры виртуальной реальности, аналитик данных, робототехник и маркетолог. Психологи, мы все больше начинаем читать книги по психологии и обращаемся к этим специалистам, и в ближайшие 5-10 лет они будут очень сильно востребованы. Дизайнеры виртуальной реальности, очень много подростков и не только также обращаются в видеоигры, и в данный момент инвесторы очень много денег вкладывают именно в эту сферу. Если вы будете обучаться дизайну виртуальной реальности, вы точно не останетесь без работы. Аналитик данных. В данный момент только в Великобритании на аналитику данных выделено 182 тысячи рабочих мест. Это только в одной стране. А в будущем этот спрос будет расти и развиваться. Робототехники. Мы не знаем, будут ли роботы управлять будущим, но робототехники уже нужны. И поэтому, если вы не знаете, в какой кружок отдать своего ребенка, то позаботьтесь о его будущем и отдайте в кружок робототехники. Маркетолог – это то, о чем мы сегодня будем разговаривать. Тема нашей сегодняшней темы – это интернет-маркетинг, это направление маркетинга. Чем же отличается интернет-маркетинг от обычного маркетинга? Это глобальный охват, точность, рентабельность, положительный пользовательский опыт и автоматизация. И, естественно, доступность. Виды и примеры интернет-маркетинга – это email-маркетинг, поисковая оптимизация, чат-бот-маркетинг и маркетинг влияний и SMM. SMM – это то, с помощью чего можно продвигать социальные мероприятия в интернете. Для того, чтобы развивать социальные мероприятия, нужно выбирать нишу, где больше всего сидят молодежь. Это, естественно, Инстаграм. И для того, чтобы вы качественно вели Инстаграм, я предлагаю вам 70 отобранных приложений для Инстаграма. Вы можете скринить этот список. Для анимации в сторизах и в публикациях вы можете использовать вот эти приложения. Некоторые из них бесплатные, некоторые платные, но есть бесплатный период пользования. Планеры для ленты. Лента Инстаграма, для того, чтобы была однообразной, в одном стиле, в едином стиле, вы можете пользоваться вот этими приложениями. Для эффектных сторис. Сторис в данный момент решает именно при подаче реклам для блогеров и для продвижения каких-то, для таргетинга и так далее. Вот эти все приложения, они направлены на красивые сторис, красивые видео сторис, также картинки. А для шрифтов у нас есть также отдельное приложение, это вот список, вы тоже видите, некоторые из них платные, некоторые бесплатные. Для обработки фотографий в едином стиле, либо коллаж, либо какие-то образцы, вы можете найти все здесь. Монтаж видео и видеоэффекты вы можете найти в данных приложениях. Если вам это интересно, вы можете прочитать в интернете про каждое приложение, изучить, либо просто открыть их в App Store, либо в Google Play и изучить их все функции. Конечная цель маркетинга – это разработка продукта, упаковка, реклама, внешний вид сотрудника, email-маркетинг, работа с блогерами, аналитика, позиционирование, дизайн, который приводит к продаже или к присутствию на мероприятии вашей конкретной аудитории. Для того, чтобы призвать на ваше мероприятие, создайте удобный сайт. Обязательно посмотрите, можно ли его открыть комфортно в телефоне, мобильную версию. Обязательно начните с одного канала, определите, из какой платформы вам больше приходит участников, либо покупателей, если у вас коммерческий проект. Обязательно создайте исследовательный путь покупателя.
Постепенно подключайте больше каналов, используйте автоматизацию. В социальных сетях вы можете подключать блогеров, вы можете всех друзей попросить. В данный момент микроблогеры намного эффективнее, их аудитория намного вовлеченнее, чем большие блогеры с огромной аудиторией. Поэтому, если вы решите всех своих друзей и всех своих родственников, просто подписчиков попросить сделать репост, вы не ошибетесь в распространении информации. Еще один из главных критериев маркетинга – это сильный текст и красивая упаковка, то есть дизайн. Когда пишете текст, обязательно укажите где, когда, зачем. Позаботьтесь о пользе для читателя. Обязательно упрощайте текст и через день, либо через несколько часов редактируйте. Есть вкусная конфета, которая упакована в очень красивую упаковку. Есть непопулярные вкусные конфеты, которые упакованы обычным серым, незаметной упаковкой. Поэтому обязательно позаботьтесь о дизайне своего проекта, о дизайне социальных сетей и о дизайне каждого поста, каждой рекламы. Когда у вас будет хороший текст, красивый дизайн, хорошая реклама, подача рекламы и блогеры, аудитория блогеров, которых вы привлекаете для рекламы вашего мероприятия, у вас все должно получиться. Очень много информации вы можете найти также в Гугле, в Яндексе, просто введя слово «маркетинг», либо же «продвижение мероприятий». Вся эта информация есть в доступе, очень много людей говорят об этом и проводят бесплатные семинары, поэтому вас всех приглашаю изучать мир маркетинга и качественно проводить свои мероприятия.